Чечне объявились потомки дома Романовых. Один из жителей республики уверяет, что он сын цесаревича Алексея и внук Николая II. Доказательство – старая потертая фотография и фамильное сходство. Разоблачений Нажмуддин Мусаев не боится. Согласен на любую экспертизу и даже самостоятельно готов оплатить расходы. Борис Корягин провел собственное расследование. К большому мы не претендуем, восстановим фамилию. И будем знать, что Россия не потеряна. Высокие слова о России этот седоватый мужчина произносит по праву рождения. Нажмуддин Мусаев уверен, что является сыном цесаревича Алексея и внуком Николая II. В качестве доказательства показывают свою фотографию почти 30-летней давности. По его словам, в те годы он как никогда был похож на Романовых. Николай II слева, справа. Я. Сходство, да, на 86 году сфотографировано. На встречу с журналистами Нажмуддин пришел со своим старшим братом Сузбеком. Организовать пресс-конференцию им помог знакомый, чеченский фотограф Муса Асадулаев. В отличие от многих, он в легенду Мусаевых верит. Когда мне говорили о царе Николае II, о цесаревиче, честно говоря, я подумал, что какой-то больной человек. И когда они разговаривали, я очень внимательно смотрел их, изучал, слушал. И я понял, что они абсолютно адекватные, здоровые люди. По версии братьев Мусаевых, в июле 1918 года большевики расстреляли не всю царскую семью. Цесаревичу Алексею выжить все-таки удалось. Якобы кто-то из царского окружения умудрился подкупить комиссаров, и наследника успели спасти. Далее следует рассказ о долгих скитаниях из Екатеринбурга через Украину на Кавказ и описание многочисленных лишений. Он бродяжничал, как цыган мотался. То с бродягами связался, оттуда убежал. Но выбрал все-таки Чечню. Как рассказал братьям отец, в первые годы советской власти большевиков там не жаловали, а значит и скрыться от них было проще. В одном из сел подростка приютил мулла, который дал ему свою фамилию и новое имя. Так Алексей Романов стал Мустосом Мусаевым, постепенно выучил чеченский язык и через несколько лет женился на местной девушке. Далее воспоминания опираются скорее на эмоции, чем на факты. По словам братьев, за отцовским образом сурового горца можно было разглядеть манеры аристократа. Откуда, например, он знал несколько иностранных языков? Бывало, он ляпнет, что мы не из таких простых, мы романовцы. Когда спросишь, что за романовцы, когда мы еще дети были, какие романовцы? Потом на раз махнет рукой, потом не надо. Тем не менее, открыться своим детям Алексей Мустос решил только за 3 года до смерти. Казалось, что и они не они. Нажмуддином и Сузбеком названы для конспирации, а на самом деле носят русские имена Николай и Александр в честь дедушки и бабушки. Чтобы окончательно добить журналистов, братья признаются, их отец не только внешне был похож на цесаревича, а еще гемофилией болел. Кроме того, почти никогда не работал. Значит, делают выводы наследники. Кто-то всю жизнь его финансировал. Не иначе, как зарубежные потомки Романовых. Почему вы столько времени молчали? Мы молчали, боясь, правда сказать. Правительство боялись. Вдруг нас не так поймут. По словам братьев, славы они не ищут. Просто пришло время выполнить последнее желание отца. Рассказать миру настоящую историю наследника. Здесь сидел, там сидел, постоянно нам рассказывал эти истории. А то, что их цесаревич Алексей уже 82-й в списке самозванцев, братьев не смущает. Поскольку никаких документальных свидетельств царского происхождения они предъявить не могут, решили пожертвовать собственным биоматериалом. Мусаевы согласны на любые генетические экспертизы, и чтобы не терять времени зря, готовы сразу отправиться в Японию, страну, где анализ ДНК проводится на самом высоком уровне. Братья уверяют, что главное для них – это выполнить волю отца. Вопрос наследства императорского престола не принципиален. Борис Корягин, Рамазан Рашидов, Катерина Олейникова и Мурат Магомедов. 5 канал. Чеченская Республика.